В нашей республике школа-интернат существует с 1928 года. Функционирует он, естественно, для глухих и слабослышащих детей. Функционировал всегда. Всегда помогал детям с нарушением слуха. Какие у нас дети? Дети у нас с разной сегодня с нозологической группой. Это глухие и слабослышащие, поздно оглохшие. Сегодня в мире высоких технологий есть такая группа кохлеарно-имплантированные дети. Вот мы с этими детьми тоже научились работать на протяжении этих последних 10 лет. Обучаются у нас дети с разной нозологической группой. Есть сочетанные дети, есть дети с интеллектуальными нарушениями, глухие, есть аутичные глухие дети, есть нода. Можно сказать, весь контингент детей с ОВЗ мы реабилитируем. Самая важная задача этой школы – это научить детей говорить. Развитие словесной речи глухих детей как необходимое условие овладения общеобразовательными предметами и, конечно же, становление самых важных на сегодняшний день мировоззренческих позиций. Потому что с этими позициями наши дети идут в мир. Это их жизнь, это их быт, это их будущее. Кто все-таки реабилитирует, кто помогает? Кто дает детям шанс быть в нашем обществе? Конечно же, это педагоги этой школы. Это самые важные, главные люди для наших детей. Они учат говорить, думать, мыслить. Очень важный момент воспитания детей, конечно же, это социализация. Для того, чтобы социализировать наших детей, созданы все условия. Мы являемся участниками всех фестивалей, конкурсов, смотров и являемся победителями не только регионального уровня, но и всероссийского. Наши дети обладают разным творческим потенциалом. Кто-то танцует, кто-то вяжет, кто-то занимается силовыми видами деятельности, кто-то выражает свои эмоции в рисунке. Все разные. Наш интернат – это не просто школа, это дом, это микрокосмос в нашем большом космосе, где формируются судьбы людей, где мы учим говорить, думать. И в нашей работе не может быть мелочей. Директор должен быть тем вектором, тем человеком, который держит руку на пульсе, который должен знать, как накормили, как уложили, как осуществилась прогулка, как сегодня провел день ребенок, какое у него сегодня настроение. Не может быть мелочей вот в таком микрокосмосе. Интерактивные доски, компьютеры, панели. Все это у нас имеется в наличии для реабилитации, для визуального контакта. Визуальный контакт очень важен для детей. У наших детей зрительное восприятие. Благодаря картинкам, благодаря соотношению слова и яркой картинки у детей бывают, естественно, эмоции. Дети запоминают эмоции. Благодаря эмоциям они учатся говорить, и у детей запускается речь. Наша школа оснащена современной электроакустической аппаратурой отечественного и зарубежного производства. Благодаря общественному региональному фонду имени Ахмадхаджи Кадырова у нас есть возможность работать с детьми на качественном уровне, давать им возможность слышать и слушать. Благодаря этой аппаратуре наши дети умеют говорить, обогащают свой словарный запас. У них много слов для социализации, для того, чтобы быть равноправными членами нашего общества.
В 2008 году, благодаря общественному региональному фонду имени Ахматладжи Кадырова, нам построили вот это замечательное здание, где мы продолжили свою работу в более комфортных условиях. Интернат – это не просто школа, это второй дом, а мы живем здесь. Это утро, это вечер, это глубокая ночь, это температура, это подъем, это питание, проживание. Это 10 лет пребывания наших детей в этих стенах. Мы та семья, которая любит, уважает, растит. И работа директора – это не просто работа директора. Работа директора – это быть второй мамой. Мы рады, что Всевышний дал нам возможность соприкоснуться с этой профессией, приносить каждый день пользу и слышать благодарность от наших родителей.